Здравствуйте, в студии Валерия Наумова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о эпидситуации на сегодня в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. По данным управления Роспотребнадзора зарегистрировано 284 случая новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 136 случаев, 18 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском улусе, 17 в Алданском улусе, 15 в Мегино-Кангаласском, 14 в Мирнинском и 11 в Сунтарском улусе. По 9 случаев зарегистрировано в Нюрбинском и Хангаласском улусе. Необходимо обратить внимание, что в целом сейчас основная тенденция сохраняется по увеличению количества случаев в тех районах, в которых до сих пор продолжается достаточно такое интенсивное передвижение граждан из одного района в другой. Для сельских районов республики характерно определенного рода снижение, которое связано прежде всего и с нашими климатическими природными условиями и условиями такого разъединения улусов в период наступления в зимний период. По 1 до 7 случаев зарегистрировано в 16 районах республики. Если сравнить последние 2 недели, то в целом по Якутии отмечается снижение заболевания на 1%, по городу Якутску снижение на 3%, в районах отмечается рост на 1%. Еще раз обращаю внимание, что рост отмечается в тех районах, которых я назвала, в которых непосредственно отсутствуют какие-либо ограничения по передвижению. В связи с этим для оперативных штабов этих районов необходимо в обязательном порядке соблюдение мер, направленных на усиление контроля за соблюдением мер, которые направлены, соответственно, на непосредственно передвижение граждан, соблюдение ими масочного режима и социальной дистанции. Сегодня у нас количество стационарных больных снизилось на 9,9%. Немного, можно сказать, незначительно снизилась нагрузка на скорую медицинскую помощь в республике. И, соответственно, количество тяжелых пациентов в больнице 127, на аппарате искусственной вентиляции легких 132 человека, приношу извинения. В республике продолжается кампания по вакцинации, и необходимо обратить внимание, что провакцинировано первым компонентом уже около 62% взрослого населения республики. Вчера в республику поступила дополнительно вакцина Гамма-Авиквакт 60 тысяч доз и Спутник Лайт 15 тысяч доз. Вакцина сегодня с утра доставляется в пункты вакцинации города Якутска сегодня, а завтра будет направлена в районы республики. Для ряда районов у нас сегодня открыты новые участки для вакцинации. Они в основном находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, куда появилась возможность в том числе и привести вакцину достаточно сложная, природно-климатическая, достаточно сложная, исходя из природных условий. Необходимо обратить внимание, что мы начали уже 2-ю неделю работать в ряд учреждений. У нас заход через QR-коды. Вчера был совершен объезд мной как руководителем оперативного штаба по 4 торговым центрам в городе Якутске. Необходимо обратить внимание, соблюдение требований QR-кодов было непосредственно обозначено только в 2 торговых комплексах. В связи с чем 2 других речь о соблюдении требований даже не ставили. В связи с чем будет поставлены опять же вопросы об усилении в данном направлении. Почему? Потому что начало работы по 1-й неделе с применением QR-кодов и, соответственно, с разобщением населения непосредственно говорит об определенного рода положительном эффекте, направленном на, хоть и незначительное, но снижение заболевания. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее, переходим к выпуску новостей, и вот его основные темы. Торжественное открытие объездного шоссе после капитального ремонта. Какие преимущества у него появились? В честь круглой даты выдающегося ученого в Якутске начала работу научно-практическая конференция.
Приключения фламинго в Якутии продолжаются. Экзотическую птицу временно поместили в природном парке «Живые алмазы Якутии». Айсан Николаев поручил правительству наладить в Арктике местное производство строительных материалов для снижения стоимости возведения и повышения качества вводимых объектов. В настоящее время строительство в арктических районах ведут за счет завозимых извне материалов, что приводит к их значительному удорожанию. Министерство строительства предоставит срез по общей потребности арктической зоны Якутии в строительных материалах. При этом также будет учитываться объем, который необходимо завести извне. Для этого определят места размещения складов по аналогии с торгово-логистическими центрами Якутоптторг. Движение транспортных средств официально открыли по объездному шоссе в столице республики. С появлением этого шоссе снимается проблема въезда большого количества фур в Якутск. При этом нагрузка на городские дороги существенно снизится. Преимущество окружного шоссе в его технических характеристиках: дорога протяженностью 4,2 километра стала четырехполосной. Параллельно с дорогой велось обустройство улиц, велодорожек и тротуаров. Сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, руководство города, вообще жители, конечно же, нуждались в том, чтобы окружное шоссе наше стало отвечать современным требованиям, было расширено, было сделано так, чтобы соответствовать всем требованиям качества и самой дорожного полотна, и сопутствующей пешеходной инфраструктуры. Работы начались еще в 2016 году. Был сделан первый участок от Дзержинского до строительного рынка. Затем, после некоторого перерыва, началась уже работа по реконструкции участка более 4 километров, 4200. И работа сегодня завершена. Дорога у нас стала четырехполосной, с освещением, с разделительным барьером, с велосипедной дорожкой, с тротуарами. То есть, соответственно, полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к дорогам такого класса. Искать значит помнить. Поисковый отряд «Застава» Святого Ильи Муромца во время раскопок в районе деревни Турейка Орловской области обнаружил останки якутского солдата Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Сивцева, 1908 года рождения. Воина подняли из братской могилы, где кроме него находилось еще 2 солдат. В кармане якутского воина поисковики обнаружили красноармейскую книжку с его данными. Он был уроженцем Усть-Алданского района и до призыва проживал в Якутске. Поисковый отряд завершил в этом году 3-ю по счету экспедицию в деревню Турейка, где прошла одна из самых крупных и важных сражений – Курская битва. В Москве 3 декабря будет проходить передача останков воинов, погибших во Второй мировой войне, возле Курска и в других субъектах России. При этом, если вдруг не найдутся родные и близкие, мы будем обращаться в местные органы самоуправления, это и в администрацию городского округа город Якутск, а также муниципальный район Усть-Алданский Улус, откуда он был родом. И, возможно, да, кто-то из них примет участие, в общем, отреагирует и пойдут навстречу поисковикам и поедем. Кто-то из нас поедет в Москву и будет принимать останки. В честь 80-летия со дня рождения выдающегося ученого, врача, педагога, спортсмена Алкивиада Иванова и 20-летию со дня основания Якутского научного центра в столице республики начала работу межрегиональная научно-практическая конференция. Участники обсудят вопросы, касающиеся состояния развития и перспективах хирургии в нашей республике. Помимо этого, в конференции будут доклады, связанные о работе известного ученого. Он является автором более 120 научных работ, в том числе 3 монографий и 9 учебных методических пособий. Выполнял сложнейшие высокотехнологические операции, имеет 4 патента России на изобретение. Ежегодная олимпиада студентов медицинского института в этом году будет приурочена именно в его честь, а победителю вручат специальную статуэтку. Человек, который впервые в республике начал изучать проблему висцераптоза. Это очень сложная, серьезная, востребованная проблема была в то время.
не было никаких методов диагностики, лечения. И это все было разработано под его руководством. Это, я считаю, что его огромное научное наследие. В Хандыге социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» переехал в обновленное после реконструкции каменное здание бывшей типографии. Этого события коллектив и воспитанники ждали почти 20 лет. Старое здание, построенное в 70-х годах прошлого столетия, обветшало, находилось в аварийном состоянии и со 100% износом. В новом здании центра для несовершеннолетних на 10 коек обустроены 4 спальни, по 2 для девочек и мальчиков. Есть игровой зал, учебные и медицинские кабинеты, отдельные кабинеты у психологов, социальных педагогов, просторная столовая с кухней. Созданы все условия для проживания детей и работы сотрудников центра. И на данном этапе, конечно, мы еще в процессе самого переезда, да, пока детишек у нас нет. Мы пока только обустраиваемся. Ну, конечно, как только мы обустроимся, мы готовы будем принять каждого нуждающегося ребенка, да, кто нуждается в нашей помощи. И очень хочется, конечно, поблагодарить и главу нашего района, да, и всех работников администрации, которые непосредственно занимались реконструкцией, нашим переездом. Социальный педагог высшей категории Светлана Колодезникова работает в социально-реабилитационном центре «Светлячок» почти 20 лет. За эти годы сотни детей, получив социальную реабилитацию, вернулись в семьи. По поводу переезда, если сказать, то мы очень рады, наконец-то дождались, очень долго ждали. В старом здании, конечно, тоже по-своему хорошее было, но очень холодно было. Сейчас мы в просторном нашем здании, мы ходим в сменке. Тепло, уютно, светло, самое главное. Капитальный ремонт здания был проведен силами районной администрации и благотворителей, компании «Полиметалл» и «Геопромайнинг», которые выделили на эти цели по 5 миллионов рублей. Общая сумма договоров составила порядка 15 миллионов рублей. В следующем году будет обустроена и дворовая территория. Планируется поставить спортивные и детскую площадки, организовать зону отдыха с беседкой. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Фламинго Гришу перевезли в Мирный. Экзотическую птицу временно поместили в природном парке «Живые алмазы Якутии». По мнению экологов, там условия более подходящие. Напомню, в начале ноября розового фламинго нашли в Ленском районе недалеко от чииндинского месторождения. Неравнодушные люди отогрели и приютили птицу в офисе местной столовой и дали имя Гриша. Ветеринары предположили, что птенец отбился от стаи. В Ленске Гриша пробыл 2 дня. Прошло 2 недели, а птица все еще ждет, когда ей найдут постоянное место жительства. К этой минуте у меня все, но мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.